Сразу YouTube чувал. Сейчас вот здесь начнется. Все, хайву. Все. Сейчас. Все, в эфире. Так. Я на себя посмотрю, как могу эти. Цыган настроек шаш. Пока елши уже, вот видишь, он сидят. Я тоже сейчас. Елши дождь полез. Сейчас подождем. Как всегда, опубликовать и на яц. Видишь, у меня чуть-чуть где-то на секунд 2-3. Алло. Так, Джо Блэк. Комментарий пишешь. Это у меня, смотри, это у тебя, это у меня. Да. С разных каналов. Алейкум ассалам. Алейкум салам. Кстати, нас слышно сейчас? А микрофон хочешь еще. Слышно, кстати. Первый вопрос задаю, как всегда. Как слышимость и как видимость? Алейкум салам ва баракату. Алейкум ассалам, КМС Вольник. У меня все слышно. Слышно, да? У меня-то с телефона, а у тебя? У меня вот слышно, да. Все начинает. Алхамдулилlah. Так, цветочек, хададахкам. Цветочек самое главное. Мандарин. Все, есть. Хорошо, сейчас чуть-чуть подождем. Топ-чат измени. Это очень важно. Измени. Да, все вот эти. Твоя, который топ. Да, нижний. Да. Помнишь, что чтобы все сообщения показываются. А то иногда бывает, тебе пишут, а там не появляются. Вот мне помогают тут. Их целая сон. Да, мы в прямом эфире. Я чуть-чуть просто жду, пока люди зайдут. Да. Раз. Как всегда у меня спонтанно получается. Мы сейчас с 2 каналов вышли в эфир. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кстати, для Кадырова. Привет, здравствуй, Кадыров. Салам не тебе. Все говорят, алло, ислам, да ему там что надо и как надо. Так, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. На каком языке? На русском. На русском. Хорошо. Тут спрашивают, вы в Норвегии? Мы везде, в любом месте. Как вы видите, вот у нас встреча с нашим братом, с исламом. И я очень рад, что мы все-таки смогли встретиться. Вот. И именно в этот день, такой знаменательный день, 31 декабря, как вы знаете, прошло 27 лет, когда российские войска уже в очередной раз попытались штурмовать нашу столицу и потерпели крупное поражение. Как я люблю говорить, в этот день мы им хорошо дали жару. Вот. А дальше мы уже ислам начнем, наверное, с этого дня, да? Именно с 31 декабря, потому что в этот день наши братья показали свое мужество и показали, что всему миру показали, что даже с большой армией, с армией ядерной державы можно воевать, сопротивляться им. И мы даже дали надежду другим народам и показали, что можно воевать против такой армии. И, конечно, в первую очередь мне хочется сказать, пусть Аллах помилует всех наших братьев и сестер, которые отдали свои жизни в борьбе против оккупантов,
борьбе за наши права. Аллах Азат ислам. Я, как я уже говорил ранее, ичкерийская тема, вообще история. Я был маленький тогда. Я могу сказать то, что я помню, потому что я не был прямым участником, как вот Анзор, его соратники, наши старшие братья. Но, несомненно, я помню эти моменты, хоть и был маленьким, я помню эту ночь чудовищная. Мы с матерью через каждые 2-3 минуты бегали с 4-го этажа вниз. Потом, когда думали, что все нормально, опять поднимались, пикировали самолеты, сбрасывали, сжигали дома. То есть была целенаправленная бомбежка мирного населения, спальных районов, так называемых. Я помню, как вот до сих пор перед моими глазами стоит такая картина, как горящий танк, да, вот этот день, горящий танк, вылезает оттуда русский солдат, он орет «мама», и валлахи, к нему подбегали, я вот помню, как чеченцы его тушили. Куртки снимали куртки и тушили чеченцы. То есть не было какого-то преследования русского населения или нет. Народ был в шоке от того, что происходит. Люди не хотели войны, люди хотели жить мирно. Но ядерная держава, империя, как обычно они это делают, решила покорить, уничтожить свободное сознание, решила уничтожить дух свободы в первую очередь, чтобы люди ни в коем случае не хотели даже думать об этой свободе. Но по воле Всевышнего, как мы знаем, это у них не получилось. Это было то, что они запомнили навсегда. И по сей день все те, которые из них участвовали в этих боях, в эту ночь, вспоминают они наверняка с дрожью, вспоминают наверняка со страхом. Я уверен в этом просто, потому что я это помню. Раньше в эфирах я говорил, что можно считать оккупацию нашей Родины, вот эту мощную атаку российской армии, этого северного соседа. Обычно говорят, что 11 декабря началась Первая российско-чеченская война, но я просто хочу сказать, что она началась еще раньше, потому что, можно считать даже с 26 ноября, потому что это были российские танки, это были российские офицеры и солдаты, которые сидели в этих танках и которые пытались захватить Грозный, захватить в тот день президентский дворец, но не смогли. В тот день, как вы знаете, вся эта армада была разбита полностью, было много трофеев, были военнопленные, потом этих пленных отдали российской стороне. И Россия полностью и Кремль давно планировала это вторжение и планировала это вторжение таким образом, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике, чтобы чеченцы начали стрелять в чеченцев, то есть руками чеченцев начать эту войну. У них это в то время и не получилось. Они сделали ставку на Завгаева, на Гантемирова, на Лобазанова и других предателей чеченского народа. И можно сказать, с августа месяца уже эти штурмы планировались, вторжение войск планировалось. С нашей стороны, я это хорошо помню, отец был тогда начальником главного штаба, как мы каждый день объезжали город Грозный, проверяли блокпосты, это в разных районах республики со стороны Аргуна, Заводской район, там
возле поселка Долинское, Первомайское. То есть были готовы к этим событиям, ну, к такому даже повороту событий. Вот. Но прошел штурм 26 ноября, неудачный штурм. Потом российские войска, российская авиация начала именно сразу после своего этого поражения 26 ноября начала активно использовать свою авиацию. Стали наносить авиаудары. Вот, сначала вертолеты начали стрелять по аэропорту, по другим районам Грозного, по окраинам. Еще там в Наурском районе было нападение вертолетами. И потом уже с начала декабря уже начали бомбить, наносить бомбовые удары по городу Грозному. Первые бомбы, помню, попали, это еще до ввода войск, до 11 декабря. Первые бомбы попали, это было в микрорайоне, Старопромысловский район, потом начали бомбить сам центр, и потом началась война. И даже после всех этих своих поражений и после даже призывов чеченского руководства о недопущении войны, о прекращении войны, то есть наша страна была готова любым образом прекратить, пойти даже на большие уступки, но не допустить войну. И то, что российские СМИ говорят, что якобы мы виноваты в этом, это неправда, конечно. Вот. Джохар Дудаев, наше руководство, пыталось остановить эту войну, но вот эти горячие головы в Кремле нам ее навязали, и мы ее смогли выиграть, выстоять в этом бою в 1996 году. И Россия ушла с огромным позором из Чеченской Республики Ичкерия. А вот именно если эту ночь взять, 27 лет уже, да, если не ошибаюсь, прошло? 27, да. 27 лет прошло. Вот, что касается тебя, ты где лично был? Именно 31-го? Да. 31-го я был в селе Комсомольское. Мы называем это на чеченском Сады Котор. Там был. И я там был в начальных числах, в начале января, где-то до 8-го, до 9-го, кажется, мне пришлось там быть. Я даже помню тех спецназовцев, которых поймали на окраине этого села. Там человек 30-40 было, сдались. Их отдали российским своим матерям, родителям. Обменяли их на кого-то? Был обмен, да, обмен был. Отвезли, передали их. И что интересно, их отвезли в Шали. И именно это место, где их содержали, начала бомбить российская авиация. Их перевезли в другое место, и авиация начала бомбить то же самое место тоже. То есть хотели как бы убить их всех, а потом выдать, как вот мало чеченцы их убили. Или они не хотели, чтобы они остались живых и говорили, мол, что вот чеченцы хорошие. Да. И так далее. Чтобы, они посчитали это как предательство, что перешли на нашу сторону, что они сдались. То есть, что сдались, они, наверное, посчитали это предательством, и в связи с этим, наверное, хотели убить их. Вот. И были также пленные после этих штурмов, были захвачены пленные, их содержали в президентском дворце именно вот 31 на 1 января, и следующие штурмы, во время этих штурмов были захвачены опять же военнопленные, и российское командование знало, что там находится, в президентском дворце находятся военнопленные,
Они в подвальных в помещениях. подвальных помещениях, и они начали бомбить, как мы их называем, глубинными бомбами. Там 2-3 бомбы попало в это здание, именно возле того помещения, в котором они находились. Вот там рядом она взорвалась, но они все-таки выжили, те, которые находились в этом подвале. И это было это начальный, да, начало января, 2, 3, 4. У нас дом был главпочта, где раньше стояла. Ты знаешь, да? Главпочта. Прямо напротив главпочты стоял такой буквой «П», 4-этажный дом, такой буквой «П». И наша квартира была на 4-м этаже, окна выходили внутрь двора. Не на улицу, а внутрь двора. И 13 января 1994 года именно по этой линии проходили все российские войска по направлению к президентскому дворцу. Я помню, как именно в этот день они шли и целенаправленно сжигали дома. Я это помню, и они говорили: выкуриваем муджахедов. Тогда муджахедами называли, да, русские. То есть не было такого, как ваххабисты там, и так далее. Если бы осталось еще с Афганистана, духи говорили. Да. Вот маджахеды называли. Я помню, как сожгли этот дом, как во дворе они окопались во дворе. В арке они поставили свои танки, здесь 2 БТРа, кажется, было. И в этом дворе у нас был такой Хамид, его звали. Возможно, сейчас ты его ровесник, где-то ему 40 было, чуть больше 40 лет. И как-то вечером, я был тогда маленьким, я игрался во дворе русские солдаты, и был открыт канализационный люк. Канализационный люк полный воды. А когда ты маленький, для тебя это большое отверстие. Я туда провалился, в этот люк. Я вот так вот вишу, как бы я вот почти уже тону, не могу уже сдерживать. И рядом, может, 2-3 метра сидят русские солдаты, жгут костер. И они видят, что я сейчас могу утонуть. Там, сколько? 5 лет, может, я тону. А прямо на меня едет БТР. БТР едет, он разворачивался, кажется. И такое огромное колесо, может, тоже 2 метра, он разворачивается. Я там как начал орать, как резанный. Все, вся жизнь перед глазами 5-летняя, да, прокатила. И они смотрят и видят. Либо он меня раздавит, либо я утону. Я помню, этот Хамид подбежал, вытащил меня оттуда, прямо из-под колеса он там успел. И начал с ними ругаться и так далее. Через несколько дней его забрали, и один русский, который вместе с ним был, а русские солдаты забирали и русских, убивали их, потому что они считали, что они чеченизировались. Да, вот такое было. Они забрали и они убили этого Хамида. Русский тоже сказал, что его прикладами забили. Я вот этот момент очень сильно запомнил, как бы у меня запал в память. Да, вот еще там много интересного. Буквально до этого эфира я зашел в Facebook и там увидел публикацию. Там были известные такие слова, видео было известного нам человека, Адаева Али. Все его знали под именем, как называли его Ламбадой. Вот эти слова его через радиостанцию, где он общался с российскими оккупантами, где он призывает их вернуться домой, не сопротивляться. Алик, отводи ребят, приезжай ко мне как гость, я тебя приму, как подобает там чеченцу. Ну, уезжай, не воюй. Сказал, он погиб, да? Да, он погиб. Он погиб в начале января в районе ЖД вокзала. Его тело также не нашли. В 95-м. В 95-м году. То есть через несколько дней после этого записи? После, да, именно. Через несколько дней, на следующий день, вот так. Я Али знал лично.
был очень мужественный человек. И все те, которые участвовали в этой войне, все они наши братья и сестры. И я их никогда не разделял и не буду разделять. Аллах азат вобл дарси масира. Аминь. Что касается этого штурма, да, но Гроздова чуть-чуть поговорили. Хотелось бы вот насчет беспредела Кадырова сказать, упомянуть. Как мы знаем, в последнее время Кадыров перешел все рамки разумного, начал похищать женщин, извиняюсь за выражение, беременных женщин. Несколько женщин похитили. Похитили также 5-6-летних, 7-летних детей, до сих пор удерживают этих детей. Кроме них похищены также мужчины. И это все родственники Абу-Бакара Янгулабаева, которого они подозревают в связях с движением Адат. Родственники Тусу Абдурахманова, двоюродная сестра, мать его жены, сестра его жены и еще там несколько человек. Родственники Хасана Халитова, его старый отец, которому за 70 лет, его два брата, Хусейн и Рамзан, кажется, его зовут. Да. Также родственники Минкаила Мализаева. Минкаил Мализаев заявил, что ему прислали фотографию обнаженных его сестры и матери. Это просто уму непостижимо. Это просто невозможно как-то прокомментировать, как-то проговорить. Родственники Мансура Садулаева, учредителя правозащитной организации Вайфонд. И всех этих людей похищают, их держат в заложниках, очень важно сказать, и через них пытаются надавить на критиков Рамзана Кадырова, на критиков российских властей, чтобы они прекратили свою критику, чтобы они остановились, чтобы удалили видеоролики и так далее и тому подобное. Как ты думаешь, почему Рамзан Кадыров решил прямо сейчас это сделать? Вот, допустим, полгода назад не было такого массового похищения. Были похищения там Закаева, родственников Закаева, да, Ахмеда, когда они заставили их сказать там грязные вещи про Закаева, что он там нетрадиционной там, ориентации и так далее. Мерзкая ложь была, по сути дела. Почему именно сейчас такое массовое? Почему массовый характер начался именно сейчас? Почему не полгода назад, не год назад? Как ты думаешь? Да. Это не ново. Они этим занимались давно, но, скажем так, неофициально. Но они метод этот начали использовать, уже официально начали использовать после принятия закона по борьбе с терроризмом. Там, принят был у них такой закон терроризм. Да, в 2004 году. Так вот, это было предложение генерального прокурора Устинова, как я помню. То есть они узаконили этот закон, эту практику еще в 2004 году. То есть Путин, Кремль разрешает этому предателю совершать такие действия, захватывать заложников, издеваться над ними. Я сейчас все это перечислять не буду. И все он это делает с разрешения Путина. А так бы он не посмел бы, и каждый шаг, который он делает, он сначала смотрит в сторону Путина, и потом только его делает этот шаг. Ну, к примеру, мы наслышаны, сколько заложников, когда они захватывали, что они делали с этими заложниками. Как ты сказала, Закаева заложников захватили, других, до Киумарова, еще Лагазу Тлобулдольсу. Так, моих личных родственников тоже захватывали. Вот всех поголовно, и детей, и женщин, стариков держали в Хосиюрте. Потом в Ханкале тоже держали их, то есть и русские, и эти
не поймешь, кто, как их назвать даже, не хочу назвать их чеченцами даже, эти предатели. Так вот, они давно занимаются этими преступлениями. И сегодня они, да, совершили захват заложников этих активистов, которые смеют говорить правду этим варварам, именно то, что происходит сегодня. И используя вот этот метод, они хотят раздавить вот эту правду. Раздавить эту правду. И я встречался со многими людьми, я вижу недовольство, вот эта злость на этот навязанный нам режим, что они перешагнули вот эту всю грань, все границы дозволенного для вообще, не только за мусульман скажу, но и вообще нормального человека. Они перешли все границы. И я уверен, что в один прекрасный день им за все придется ответить. Иншаллах. Иншаллах. А вот смотри, они похищают этих родственников, да, как ты сказал, твоих родственников. Вот во времена Аслана Масланова, твоего отца, были попытки похищения или конкретные действия? Как бы наших родственников, да, были еще со времен Первой российско-чеченской войны. Скажем, если говорить про Вторую войну, которая началась в 1999 году, сначала выводили моего дядю старшего, его нет живых сегодня, Амин Делрис. И потом там двоюродные братья, дальних наших родственников. Потом уже массово начали захватывать, в 2004 было, дважды захватили всех, со стороны матери, со стороны отца. И сегодня... А кто это делал тогда? И российские оккупанты, когда их содержали на Ханкале, на этой военной базе. И второй раз, когда уже массово захватили наших родственников, то их содержали в Хосиюрте, в родовом селе этого мерзавца. До этого таскали родственников на свои телепередачи. Я помню, как увели моего дядю старшего, заставили его обратиться к своему брату, то есть к моему отцу. Это было сделано руками Гантемирова. Это было в 2000 году. А он был раненый после обстрелов Грозного. В таком состоянии они увели его и заставили выступить. Вот смотри, кадыровская пропаганда, она пытается представить Кадырова как некого защитника чеченских традиций, адатов, исламских ценностей и так далее. И молодежь, наша молодежь, да, она смотрит на кадыровцев, которые, там, я об этом недавно говорил в своем видео, подтянутых каких-то вот парней, да, там, воинов, так сказать, а-ля воинов, и они видят в них какой-то пример подражания, им может нравиться их форма, среди них много спортсменов и так далее. Вот, что касается похищения этих женщин и так далее, как нужно объяснить нашей молодежи, что это не вписывается в тот образ мужчины, который передавался из поколения в поколение у нас в народе. Как это нужно объяснить? Молодежь должна понять, что это совершенно другой путь, этот путь ведет никуда, в какую-то пропасть. Как ты думаешь, как его нужно объяснить? Рассказываю вот эти их методы, случаи, к примеру, как у нас было раньше в истории, как сегодня это происходит, и как эти, как мы их называем, кадыровские, хотя они русские, кремлевские мерзавцы,
вот, делает все, что противоположно исламу, противоположно нашим адатам, нашим законам, чеченским войнам. Именно когда у нас было, чтобы давили на женщин, забирали женщин, истязали их, пытали их, убивали их, у нас такого никогда не происходило. Когда у нас было, чтобы захватывали семьи и объявляли этим семьям кровную месть, у нас никогда такого не было. То есть, как я вижу, как мы видим, они руками вот этих подлецов пытаются истребить полностью наши корни. Эти прекрасные наши корни, которые были сохранены нашими отцами, нашими дедами, нашими прадедами, которые хранили вот эти корни нашего народа. То есть все это прекрасно. А вот эти мерзавцы вот, пытаются их так убрать полностью. Нохчал Олхла. Islam intervālā nohčumatāja dos Baisangur, kučo jāzāca diešon atar uļion, baig khīca, pačā Olhašsuna turban čuvēr ham sīca, pēc šolh sēriju ceļon, kučo ērcevālā, šolh sēriju, так что atar uļion. Я переведу все-таки. Здесь такой какой-то под ником Байсангур прокадыровский пытается как-то помешать эфиру, пытается оскорбить, говорит. И Анзор ему говорит: я расскажу про твоего падишаха, то есть про Рамзана Кадырова, который в какой-то момент во время какого-то боя, так сказать, спрятался в трубу и пролежал, не просидел в этой трубе, да? Я не знаю, каким образом он туда влез. Он лез туда настолько, что эту трубу потом пришлось вырезать и его оттуда вытаскивать. Ты понимаешь, о чем речь? Ну вот, да, воин, конечно, отменно. Мне один человек рассказывал, я просто не могу назвать имени этого человека. Я не знаю, это было давно, но этот человек непосредственно принимал в этом участие как свидетель. Угу. Это было в какой-то больнице, в городе Грозном, кажется, или в каком-то другом городе. В одной из больниц лечилась мать Рамзана Кадырова. У нас дома лечилась мать Рамзана Кадырова. И Рамзан Кадыров приходил туда, к своей матери он приходил, там еду приносил и так далее. И вместе с ним приходил его двоюродный брат, я не знаю, который. И тот человек, который мне рассказывал, он рассказывал все подробно, он имена называл, просто подзабыл. И он говорит, что в один момент начался бой. То есть кто-то туда пришел, я не знаю, кто пришел, и они выскочили. Выскочил двоюродный брат Рамзана Кадырова с оружием, а это Рамзана Кадырова, мать Рамзана Кадырова сказала Рамзану: ты останься, и весь этот бой Рамзан Кадыров просидел в палате возле своей матери, и я вот дословно скажу то, что «Щенек кукш буговелен, валлахи дуисвек хаялхум, щенек кукш буговелен, щенек арвях карял». Так что, кто бы говорил, кто здесь трус? Я понимаю сердце матери. Я сейчас не о ней говорю, да, она там сын и так далее. Но как человек, как Рамзан Кадыров, как воин, который разогнал 1500 человек, но не подобало ему сидеть в палате, когда его двоюродный брат вышел и там отстреливался, с кем бы они там не вели эту свою перестрелку. Так что и в трубе он наверняка просидел. Еще в каких-то местах наверняка. Так, может, вопросы коротко посмотрим? Да, сейчас. Исам Усаев, я раньше твое сообщение прочел.
но рад тебя видеть. Что-то ты потерялся в последнее время. Алейкум салам. Собаки даже тело убитых держат в заложниках. Чего говорить о живых? Вот именно, скольких наших братьев и сестер они вот так держат, как ты говоришь, тела их держат после того, как их убили, не выдают эти тела, они даже с телами воюют. Этот компьютер, ноутбук меня чуть-чуть дезориентирует. Господи. Так. Вот вопрос. Мак Нелс пишет. Ассаламу алейкум. Разногласия, которые наблюдаются сегодня между чеченцами и ингушами, как вы думаете, это естественное явление или план в перспективе пролить кровь между чеченцами и ингушами? Как ты думаешь? Это, как я всегда говорю, это идет из Кремля. То есть это только Кремлю, России выгодно, чтобы мы обсуждали вот такие вопросы, чтобы мы друг друга упрекали, чтобы мы делили территории какие-то. Ну, если мое мнение, нам лучше не обсуждать вот эти вопросы. Я всегда говорю, какие границы должны быть между братьями. Да, мы можем начертить там между нами границу, но ее-то нету как бы так. Мы друг к другу ездили всегда, даже в тяжелые времена, вот во время войн, жили там, чеченцы жили на территории Ингушетии, ингуши жили на территории нашей территории, то есть жили как братья. И вот я считаю, что лучше не обсуждать вот эти вопросы, даже не только между нами, а между и другими братьями тоже. Дагестан, там другие территории. Это выгодно, и это делается по прямому указанию этих путинцев, Кремлю, да, это им выгодно. Лейбарт Хелбиес, так, Кучваха, Цаязваш Пеша, Хархум Кегаца Деша, Атат Безвиш, Ласчан Логмада, Атьесолус, Дал Бог, Сала, Цидал Бог, где Цуцабова и Кумшкиса, Allah Триса Мацабодал. Вот, я думаю, раз уже эту тему затронута, потихоньку это касается, допустим, единства братьев, да, тоже тема заявленной в названии единства братьев. То есть мы можем иметь какие-то разногласия незначительные, да, даже если нам лично кажется, что это очень важно для нас, для нашего, возможно, эго, я бы сказал, личного, но в перспективе, в общем, это не должно влиять на наше единство. Я это таким образом вижу. То есть можно даже не столько отказаться от своих взглядов, можно придерживаться этих взглядов, но они не должны мешать нам в нашей общей борьбе, в нашем общем пути. Например, Ислам, смотри, я могу где-то в чем-то не согласиться с тобой. У нас даже были там какие-то обсуждения, да, мы сегодня обсуждали некоторые вопросы, это осталось между нами. Да. Мы где-то не сошлись во мнении. Где-то не сошлись, где-то сошлись, так получилось. И знаешь, вот такие вопросы надо встречаться и обсуждать, а не так делать это на публику. Найди меня, или я найду тебя, поеду и встречусь, сяду и поговорю, задам тебе вот такие пару вопросов, которые меня интересуют. Или ты задашь мне
как-то вот так это должно решаться между собой. На публику не надо это выводить. Вот здесь тоже был такой вопрос, я сейчас его найти не могу. Что касается единства, кадыровцы очень часто это говорят, что братья, там сидите, у вас единства нет и так далее, и так далее. Что можно им ответить? Является ли наш сегодняшний стрим совместный неким ответом Рамзану Кадырову, новогодний ему подарок? Я, если уж сказать, я прямо скажу, это очередная пощечина этим подлецам. Вот. Я просто это мягко говорю. Мы можем встречаться, где-то мы можем, наше мнение может где-то не сходить, а где-то мы можем иметь различную точку зрения. Да, разные точки. Так, у нас это может быть, но мы все-таки стараемся делать то, что нам говорит Аллах. Убрать все разногласия, например. Я готов убрать любое вот такое мелкое разногласие с любым человеком ради высшего, что говорит нам Аллах, и второе, ради нашей идеи, наших целей. Вот. И я считаю, что так и должны поступать другие. Оставить эти мелкие вопросы, вещи, которые можно ради Аллаха оставить. И я даже требую это делать. Не надо вестись на какие-то провокации. Смотри, вот, когда мы говорим, что нужно оставить разногласия, некоторые могут подумать, что каждый должен признать свою ошибку и так далее. Если, допустим, человек уверен в своей правоте, допустим, я на тебя что-то наговорил, допустим, какую-то неправду, что-то я сказал, что ты считаешь неправдой, а я считаю правдой, и ты говоришь, ты возвел на меня, допустим, там, не знаю, клевету, ты меня оклеветал, допустим, как пример. Но это не является каким-то, не касается этого нашего общего дела, в чем-то каком-то личном. Можно ли ради общего дела сказать, да, я считаю, что ты меня оклеветал, но чтобы это не влияло нашему общему делу, чтобы это не вредило, оставим это. Можно ли так сказать? Так нужно делать. Если мы делаем или пытаемся делать то, что говорит нам Аллах, мы должны избегать вот эти углы, вот, избегать вот такие, что даже чтобы были такие вопросы. Нужно стремиться к единству ради общих целей. Если мы говорим, что у нас цель одна, и враг один, да, у нас сегодня есть враг в лице России, в лице этих подлецов, этих подонков и мерзавцев, этих Кадыровых и так далее. Поэтому мы должны вот именно встречаться. Я ездил по разным, сейчас буквально недавно, по разным странам проехал, у меня никаких проблем не было ни с одним человеком во мнении, в обсуждении каких-то вопросов. Когда мы встречаемся, разговор идет легче. И это очень помогает. Я обсудил много вопросов, я выслушал мнение очень многих людей. И как ты сказал, вот мы сейчас с тобой встретились. Я давно хотел встретиться с тобой, хочу встретиться с другими, с нашими активистами, узнать ваше мнение, вот лично поговорив с вами. Мы же никогда с друг другом не виделись в первый раз. Вот. Для меня это было важно, узнать мнение тех людей, которые высказывают свое мнение на публику. Вот. Задать вам вопросы, и вот ты задаешь мне сегодня вопросы, мне приятно отвечать на них тебе. И это еще не все, мы еще будем обсуждать это. И
Что будет? И то, что я сейчас сказал, это пощечина Кадырову. И это одна пощечина. Они же любят говорить, что вот они боятся даже ходить где-то. Там один пальцем махал, скоро домахается. Бойтесь, как он сказал, сантехников, которые приходят к вам в квартиру. Да. Я точно не помню. Да, это Чудик сказал такое. Они думают, хотя знаем прекрасно, что мы свободные люди, мы будем высказывать свое мнение, и никто нас из таких людей не остановит, нас остановит только Аллах. Но вот эти предатели не сделают это никогда, иншаллах. Как я сегодня рассказывал, да, тебе еще вчера, когда был вот этот в Осло, да, когда был пикет, я одному из присутствующих рассказывал. В Ютубе был один ролик. Я сейчас не смог его найти. Это был ролик еще примерно с 94-го года. На нем парень, чеченец, где-то в какой-то забегаловке в Чечне, в Грозном. На нем такая светлая дубленка с автоматом, он, если не ошибаюсь. И оператор, какой-то журналист, спрашивает у него о его политических взглядах. И тот говорит, что он против Дудаева. Этот парень говорит, я против Дудаева, то есть из оппозиции. И оператор у него спрашивает, а что если русские сейчас войдут, имеются в виду российские войска? Он говорит, значит, тогда я возьму автомат и выйду воевать против них, он говорит. То есть он против Дудаева, но когда идет общий враг, он готов оставить свои разногласия и идет против этого врага. Это именно то, о чем мы сейчас говорим. Это именно то. У нас могут быть любые разногласия, которые не касаются каких-то важных, очень важных вопросов, как, например, разногласия с Кадыровым. Да? Это уже априори является противоречием. Но какие-то мелкие вопросы, они не могут нам помешать нашему единству, и мы обязаны объединяться, обязаны говорить о проблемах друг друга, о похищенных родственниках друг друга, о каких-то, не знаю, о взаимопомощи. Если кому-то нужно его поддержать, идти все вместе, делать эти пикеты, вместе стоять, даже если он нам неприятен лично. Лично бывает такая неприязнь на человека. Оставить это и идти. А за кадром, как ты говорил, да, можно и чай попить, и морду набить друг другу. За кадром это уже совершенно другое. Ты сказал, вот, привел пример. Во время Первой войны, во время Второй войны люди воевали не за Дудаева, не за Масхадова, не за наших президентов даже. И они воевали ради Аллаха, ради своего народа против российских оккупантов. И шли добровольно, не было никаких наемников у нас, как это преподносят в России. Когда мы им хорошо морду набили, то им же надо как-то оправдаться. Они там любят говорить, вот там арабские наемники или там турецкие какие-то еще литовские снайпера, снайперши, вот, и как они любили. Если бы не они, да, если бы не они, то мы бы там выиграли бы. Нет. Воевал народ, как говорили наши лидеры, и наш народ, именно наш народ, поставил на место эту армию. И когда у них ничего не получилось, ни оружием, ни самолетами, ни танками, когда духа не хватило, они пошли на самый вот этот подлый и мерзкий метод. Они подкупили подкупных этих мерзавцев из нашего народа, таких как этот Кадыров и другие, и заставили их применять вот такие методы против родственников, воевать с женщинами. Вот на что они пошли, когда сами ничего не смогли сделать. Бойтесь Аллаха.
Валейкум ассалам, ассалям. Вот здесь набежало много кадыровцев. Ну тут тоже. Они, видимо, или оттуда, или отсюда, туда. У нас, если кто не знает, у нас идет одновременно два эфира на канале Анзора Масхадова, Низам Channel, да, называется, Низам Channel, и на моем YouTube канале Мысли Ислама. Одновременно идут. У меня там сколько, там, 300-400 человек, и у Анзора тоже 300-400 человек одновременно смотрят. И кадыровцы вот разрываются, да, то здесь гадость напишет, то там гадость напишет. Интересно, в каком чате пишет Хамбиев? Я не знаю. Наверное, везде. Он все еще шпагу ищет, свою, которую потерял. Никак. Я еще добавлю. Она, кстати, заржавела уже давно. Заржавела Магина шпага. А, кстати, насчет, если так можно вообще, это все-таки насчет оруженосца. Ага, кувшиноносец. Кувшиноносец. Что это вообще? С чем это связано? Ты знаешь, что в курсе? Я в курсе, да, мне что же люди, которые там были, люди, которые это видели, я даже с ними встречался во время своих поездок. Это наши муджайды, которые сегодня живы, здоровы, алхамдулилlah. Они тоже мне рассказывали про это, именно про тот случай, про ту вещь, про которую ты говоришь. Да, Басаева там носил. И он, кстати, в одном из своих видео, я это, кстати, отдельно прокомментировал, у меня это есть ролик на моем канале Мысли Ислама в YouTube. Он говорит, в своем инстаграме, он говорит, что он защищал Аслана Масхадова от Басаева. Я тогда припомнил этот момент. Человек, который носил кувшин за Басаевым, чтобы он защищал Масхадова от Басаева, это как бы два противоречивых момента. То есть он расстилался перед Басаевым, и в то же время он пытается говорить о том, что он защищал Масхадова от Басаева. Но после этих его слов я выставил на канале пару видео, где он отчитывается перед Басаевым, отчитывается, как бы боится перебивать его. Да? Ничего там он Басаеву такого не говорил. И не это на твоем канале Низам Channel, да? И еще у меня есть много чего просто. Те, кто смотрит мой эфир у меня на канале Мысли Ислама, в описании после этого эфира я добавлю канал, YouTube канал Анзора Масхадова, он называется Низам Channel. Переходите, подписывайтесь, смотрите его видео, делитесь этими видео, ставьте лайки. Лайки помогают выводить видео в топ, это очень важно. Ему лично лайки не нужны, мы из них суп себе не приготовим. Но это важно, чтобы вывести это видео в топ. И чем больше вы комментариев будете писать, также это очень помогает. Посмотрите его планомерно, посмотрите ролики. Этот канал, он важен тем, что он рассказывает хронологию каких-то событий, ичкерийских событий, о войне, как я понимаю, о причинах войны. Он раскрывает ложь кадыровской пропаганды, кремлевской кадыровской пропаганды, которая говорит, что вот тогда все Кадыровы чуть там не любили, в нем души не чаяли, а вот плохие ичкерийцы все разрушили, и вот Кадыров пришел, спас народ и так далее. У Анзора Масхадова его канал именно разоблачает. Но разоблачает каким образом? Не его словами. Хотя его слов тоже достаточно, потому что он был прямым участником этих событий. Нет. Самое важное – это документальные съемки, когда он выставляет ролики и показывает эти ролики, где обычный народ говорит на камеру в 90-х годах или там в начале 2000-х и так далее. Кстати, я хотел спросить, откуда у тебя весь архив? У тебя много этого архива? Ну, я сейчас отвечать тебе не буду на этот вопрос. Много ли, мало ли, достаточно. Я являлся
специальным представителем президента Чеченской республики Ичкерия, а также занимал такую должность, как директор информационно-аналитического центра при президенте. И, соответственно, мне приходилось работать в этом направлении, в информационном поле. У меня много материалов, даже фильмы делал, документальные. Вот. С этим, с этой деятельностью. Вот по твоему мнению, наиболее, что лучше всего разоблачает кадыровскую ложь? Именно такие ролики или, возможно, какие-то, не знаю, анализы их, показывать их противоречия, когда они говорят, допустим, сегодня одно, завтра другое. Что лучше всего? Их душит правда. И вот почему они пытаются бороться с активистами, с блогерами, которые имеют вот это мужество говорить эту правду. И, конечно, наше вот существование, то, что мы живы, здоровы, и что мы не боимся этих отморозков, это их мучает. Они этого не хотели. Они хотели, чтобы все молчали, ничего не говорили, не обсуждали, не выявляли бы их ложь. Например, если там он стоит, как мне противно про него говорить, но когда он говорит, что вот мы пошли туда, там их было 1500, и они все убежали. Да, неправда. Мы доказываем то, что нигде, ни в каких боевых действиях, ни в каких движениях он не принимал участия ни в Первой войне, ни во Второй войне, как мы знаем. Он вообще не принимал участие? Не принимал. Он даже с отцом редко был. Он любит говорить, что он был рядом с отцом, там потом он появляется рядом с Басаевым, потом с Масхадовым, как это вообще. Фантазия хорошо работает у этого предателя. Отец его в то время, во время Первой войны, призывал всех чеченцев к джихаду, не только мужчин, но также и женщин призывал, стоя на митингах, делал такие заявления и даже говорил, что если каждый чеченец убьет 150 русских, то проблема с Россией будет решена. То есть он призывал убивать всех русских. Вот так. И я не помню про сегодняшнего его абсолютно. Там пару мест только, где я его помню. Так, с его отцом я видел его редко. А вот ты говорил, что каким вообще был Рамзан Кадыров? Мне это очень интересно. Ты же его видел и так далее. Он старше тебя, твой ровесник? Младше? Ты 75-го года, да? А он? 7-го, да? Я не знаю. Примерно. Без разницы. Каким он был вот тогда? Характер. Вот сейчас мы видим Рамзана Кадырова высокомерного, который считает, что ему все положено, все ему должны, что только так себя позиционирует, он очень уверенно себя чувствует среди своих лизоблюдов. Каким он был тогда, вот когда он был молодым? Мне это очень интересно. Откуда такая трансформация, если он был иным? Он даже не смог трансформироваться. Он остался таким же, каким был тогда. То есть его поведение, даже как сидит, кушает, разговаривает, его речь, каким образом он говорит вообще, ничего не изменилось. Ничего. То есть остался таким же. В то время я его пару раз видел, но вот так недостаточно того, чтобы сделать вот этот анализ и сказать, что он не изменился. Его поведение, его смех, вот это. А можно было сказать тогда, что этот человек будет жестоким, если у него будет власть? Да нет, конечно. Нет, жестоким, но да, сегодня он
делает эту работу за Путина. Это по его указу, по его приказу, ему дали вот зеленый свет, как говорится, вот делай, что хочешь. Вот у меня такое мнение, может оно ошибочное, это я хотел бы услышать, что ты думаешь на эту тему. И мне кажется, что твое окружение, имея не твое конкретно, а вообще наше окружение, формирует из нас тех, кем мы являемся. Если бы, допустим, его окружение не было таким не льстило ему так сильно, не расстилалось перед ним так сильно, если бы они были более бы как-то открытыми, более как по-дружески, по-братски, так сказать, с ним общались. То есть можно ли сказать, что мы бы сегодня имели на выходе совершенно другого Кадырова? Можно ли сказать, что это его окружение испортило его как человека? Или он был изначально таким? Наверное, вот внутри это сидело и выпустил этот пар, когда он смог его выпустить. И Фердухая. Смотри, у меня нет злости ни к чему, никому. К врагу даже нету такой злости. И смотри. Есть презрение, да? Да, есть. Вот именно. Но, например, во время Первой войны были такие случаи, я просто пример привожу. Я оставался с военнопленными. Мне их жалко было. Мне просто по-человечески жалко их. Русских? Да, жалко было. Ну, то, что, я имею в виду про тех срочников, а не контрактников, там, не офицеров. А вот те срочники, которые там были военнопленными, просто жалко было на них смотреть, что они в такой ситуации оказались, что их загнали сюда как стадо. Вот такой жалости у этого мерзавца нету, например. Такая жалость, например, может быть у адекватного, нормального человека. А мы сейчас говорим о ненормальном. Вот только ненормальный человек будет совершать такие поступки. В его личном дворе избивали людей. И пытали тоже. Смотри, вот очень часто приписывают ему не то что фразы ему, что своего первого русского он якобы там убил в 16 лет. Никого он не убивал, неправда. Не убивал, потому что он не был способен или просто потому что... Он был далек от войны. То есть в этих боевых действиях вот этого участия не было. Да, он был рядом с отцом во время войны, но это тоже риск был проезжать эти блокпосты. Как и но он не всегда был со своим отцом. Не всегда был, не всегда. А вот даже в день убийства его отца, 9 мая, он не был, да. Это интересный момент, почему он кем был тогда? Начальником личной безопасности своего отца. Не был. Это, кстати, вопрос к Кадырову. Один из неудобных вопросов. Вчера, кажется, или сегодня, у Тумсо Абдурахманова был эфир, и вот там один ему такой неудобный вопрос задал про Буденновск, где кадыровцы часто говорят, мол, вот там террористы, Буденновск, там то, все, 3-10, там беременных женщин захватили и так далее. Сам Ахмад Кадыров, стоя на том тракторе, наоборот, хвалит это и говорит, вот, по милости Всевышнего Аллаха, это стало причиной тому, захват Буденновска, что вот мы там обрели независимость и так далее, что такое он там говорит. То есть мы получили переговоры, то все 3-10. Этот момент хотелось бы, чтобы Кадыров прокомментировал. Кадыров на своей пресс-конференции сказал, что вознаградить любого человека премии, поощрить премии, кто ему задаст самый неудобный вопрос. Это первый, кстати, это Тумсо ему уже задал. А второй вопрос от нас с Анзором, если ты позволишь. Почему Рамзан Кадыров был в Москве, если не ошибаюсь, во время убийства его отца?
Почему? В московском баре, скажи. В московском баре? Да, в Москве в баре. В баре? В баре. Да, он узнал это. Почему ты, Кадыров, был в московском баре, когда убили твоего отца? А убили его отца кто? Россия, Кремль. Путин. Не Басаев? Не Басаев. Не Басаев. Почему ты был там, Рамзан Кадыров? Это тебе второй неудобный вопрос от сегодняшнего нашего такого братского дуэта. Вот так вот, отвечай. Ждем ответа. Ждем ответа. Хотя мы все прекрасно знаем. Ответы не будут. Ну, разве что какой-то негатив начнется. Вот сидели два шайтана. И там не разберешь, там, ну, о чем он говорит. Наверное, выпустит Ханбиева своего, как бы. Свой пар, да? Да, Ханбиев выйдет, скажет, вон там сидел какой-то Эрлочин, Бахтинца, короче, мысли армяна, как они меня там называют. Да, мысли армяна там скажет что-то такое. То есть ничего адекватного наверняка не выйдут из себя. Смотри, Ислам, вот, я не люблю на чью-то честь давить, на честь человека какого-то, даже вот своего врага, тем более его родственников, обсуждать, про них говорить. Но те вещи я готов сказать в любое время, такие вещи, как, что вот здесь неправда. Кадыров не воин, Кадыров трус. Он не принимал никакого участия в войне. Он не воин, он предатель, и все, которые за ним стоят, готовы порвать на себе рубашку за него, тоже предатели. Вот в таком формате. То, что даже его обзывать как-то плохими словами, это вот даже этого не стоит. Про Ахмата Кадырова у меня вопрос к тебе. Как так получилось, что этот человек стал муфтием Чечни? Ахмат Кадыров старший. Так. В то время, в 1994 году, у нас муфти был Алсабеков. Он не объявил джихад, газоват. Не объявил, уехал в Казахстан. Когда точно, я не помню, но когда уже война началась, он уехал. И Кадыров, которого убили на стадионе «Динамо» под песней Дашевой, вот, его уже назначили в 1995 году, это было введено. Ну, кто его назначил? Джохар? Да, Джохар Дудаев в то время жив был в 1995 году. Вот. И все поддержали его кандидатуру. Кадыров тогда был зам муфтия. Вот это того, кто уехал. Да, Алсабек. Значит, все его поддержали. Почему? Потому что он жестко стоял против оккупантов, против России, призывал людей к войне, чтобы мужчины стали против оккупантов. А против Дудаева он призывал? В то время? Да. Нет, не слышал. Недавно был эфир этого, как его, министра по связям или там, и так далее, вот этого Ахмеда Дудаева. Он говорил, он выложил скрины, и он говорил, что Джохар Дудаев был бандитом, что он совершил несколько каких-то операций против мирного населения и так далее и тому подобное. И что он был бандитом еще тогда, в начале, еще до войны, до первой войны, что народ был против него, но он авантюрист, он захватил власть и так далее. И вот у меня вопрос опять-таки. Спаситель чеченского народа Ахмат Кадыров был против бандита Дудаева или он был за бандита Дудаева?
Я вот это не слышал никогда, поэтому сложно говорить. Он был за Дудаева? Да, если так, он был за Дудаева. Дудаев и все наши воины, командиры, в том числе мой отец, все были за эту кандидатуру, что его поставят. Он не выступил против них? Кадыров? Да, тогда. Не выступал. Никакого слова. Ну, даже возьмем ту видеозапись, многие, наверное, ее видели, где Басаев, сидя возле Кадырова, говорит, что мы, если надо, Владивосток захватим, а он там сидит, какой год? Это был начало 95-го. Начало 95-го. То есть Ахмад Кадыров, который якобы за народ и не встал против Дудаева, который якобы был против народа. Не встал он против него. Нет. Потому что Ахмед Дудаев, кадыровская пропаганда, очень яркая, очень яро это пропагандирует. Сейчас они могут говорить. Они там много чего неправдивого, 90%, 95%, ладно уж. Ну вот они говорят, что Ахмад Кадыров всегда говорил правду любому в лицо. И здесь вот, знаешь, я к чему это? Либо, если предположить, что Дудаев был бандитом, как они говорят, тогда либо Ахмад Кадыров был трусом, потому что он не говорил правду ему в лицо, либо он был человеком корыстным, который из-за корысти, из-за власти, из-за того, чтобы остаться муфтием, он находился возле Дудаева и не говорил ему правду в лицо. Да? Либо он был таким же бандитом. Если, опять-таки, предположить, что Дудаев был бандитом, у него тоже были бандитские взгляды, и он оставался. Либо Дудаев не был бандитом. И Ахмад Кадыров тогда стоял на этой стороне. Поэтому вот эти противоречия тоже как-то для меня важны, чтобы их как-то выявлять. Джахар был патриотом, он любил свой народ, он любил наш Кавказ, уважал все народы Кавказа, уважал человеческую жизнь, он знал, к чему может привести война, да, его обвиняют, что якобы он виновник того, что началась Первая российско-чеченская война. Нет, неправда. Россия делала все, чтобы ее навязать. Именно сначала, как я во время начала этого эфира говорил, что они пытались навязать нам руками своих же чеченцев, снабжая вооружением, вплоть до танков и вертолетов этих бандитов, которые мы называем оппозицией. То есть оппозиция перед Первой войной уже имела тяжелое вооружение, да? Да, они имели танки, минометы, зенитные установки, вертолеты. Это было бандформирование подконтрольное Кремлю и спецслужбам Кремля. Джахар был героем не только чеченского народа, но и героем Кавказа. Аллах область. Да и во всем мире, везде мы находим какие-то парки, памятники, мемориалы в честь его. Даже не мусульмане ставят его. Вот недавно, как мы знаем, в Турции был открыт вот этот парк имени Джахара Дудаева. Кстати, там не только этот парк, там в Стамбуле несколько вроде пунктов его имени. В Польше целый круговой вот это рондо, не знаю как это, за перекресток, там тоже есть в Варшаве Джахара Дудаева, имени Джахара Дудаева. После этого Рамзан Кадыров начал критиковать Эрдогана, ты помнишь, да? Да, помню. Как ты думаешь, почему его именно этот момент задел? Ведь там были уже эти такие же парки, не знаю, какие-то памятники. Почему именно сейчас они начали? Ну так, наверное, получилось. Да, они могли бы зацепиться давно. Таких парков и улиц много. В разных странах есть, назвали именем первого президента нашего, президента Чеченской Республики Ичкерия Джахара Дудаева, то могли бы давно зацепиться.
Вот, как буквально вот этот личный официант Кадырова туда, как его? Магомед Даудов. Официант Кадыров. Да, личный официант Кадырова Даудов как-то говорил в своем видео, что вот европейские страны чуть ли не просят режим своего шефа Кадырова, чтобы дали разрешение, что ли, чтобы они смогли назвать улицы, парки, скверы именем Ахмата Кадырова? Да. Европейские страны. Европейские. Я проехал в многие страны сейчас. Нигде такой улицы не увидел. В Польше каждая улица, это каждая улица имени Ахмата Кадырова. Вот каждая улица, у них везде фотографии Ахмата Кадырова, на печеньках, на мороженках Ахмата Кадырова. Ну это бред. Да, бред больных таких мерзавцев. Вот, кровопийца, да, царь. Вопросы есть у нас? Сколько мы уже здесь сидим? Мы здесь. Мы здесь 1 час 15 минут. Ну да, у меня 16 чуть. Да. Раньше включил. Так. Руслан, просмотри там, а я просмотрю здесь. Напоминаю, что у нас 2 эфира идет. Один на канале Nizam Channel, а второй на моем YouTube канале Мысли Ислама. Если вы смотрите мой канал Мысли Ислама, в описании будет ссылка на Nizam Channel. Переходите, подписывайтесь. Там очень много полезной информации, той, которую вы у меня не найдете. Что ты думаешь вообще про пикеты, которые вот прошли в Осло? В Вене тоже вроде прошел пикет. Это есть в этом вообще польза? Да, мы должны выходить. И ты там не успел? Ты был в поездке, я не успел, да. Я не только наши, но и очень хотелось бы поучаствовать с нашими друзьями, с грузинами, с украинцами. Но так тоже у меня не получилось. То я в другой стране, чтобы туда приехать, было так не получалось у меня. Вот. Люди должны выходить, массово выходить. Только после этого будут какие-то изменения. Аллаха должны бояться, а не каких-то этих предателей. Мусаев пишет: Анзор, на фоне захвата женщин Кадыровым расскажи о наших воинах, которые заботились об убитых русских на улицах Грозного. Расскажи о переговорах Масхадова с русскими генералами по этому случаю. Сейчас так, Иса Мусаев. Я пару слов скажу. Да, конечно, ты скажи. Я помню, опять-таки, первую войну. Вот я могу Всевышнему Аллаху поклясться, я клянусь, что это было. Везде валялись трупы российских солдат. Везде. Я был маленький, я бегал по дворам. Мать не могла меня как-то проконтролировать. Я везде бегал, под пулями бегал и так далее. И я помню, везде валялись трупы российских солдат. Вот так вот стояли посты, российские посты. Вот так вот валялись трупы российских солдат. И никто их не убирал. Вообще. Я помню, как я выбегал на дорогу, я выбегал на дорогу, стоял на дороге, на проезжей части, и ничего, у меня было чувство, что я стою на дороге, и когда я смотрел вниз, вот как сейчас, я видел, что я стою на какой-то одежде, вот как сейчас я это помню. И когда присматриваешься к этой одежде, оказывается, там человек внутри,
но его уже расплющило, вот эти танки, БТРы, настолько над ним ездили, его уже расплющило. И ты думаешь, что ты стоишь на дороге, а ты стоишь на человеке, который превратился в лепешку. На российском солдате ты стоишь, на русском солдате. И эти люди абсолютно их не забирали. Их кушали собаки, кошки, все вот эти бездомные животные. Их кушали. И в итоге они их скушали, потому что они их вообще не забирали. Да, вот как Иса Мусаев Бартолер Исвидыслав. Иса Мусаев вот спрашивает, еще раз повторю вопрос. Анзор, на фоне захвата женщин Кадыровым расскажи о наших воинах, которые заботились об убитых русских на улицах Грозного. Расскажи о переговорах Масхадова с русскими генералами по этому случаю. Ну, скажем, Кадыров и вот эти, там список большой, вот эти предатели, любят обвинять то Масхадова, то Басаева, Гилаева, там всех наших командиров, наших лидеров, Джахара Будаева и всех сторонников, как Ичкерии, что вот якобы они были самые жестокие и так далее и тому подобное. Нет. Наши лидеры, наши командиры, амиры, все призывали российское командование, чтобы они забирали трупы своих подчиненных, военных, офицеров и солдат. Было много случаев, сейчас это просто затянется, если я буду все это перечислять. Я напомню такой случай, когда Масхадов встретился с Бабичевым, с генералом Бабичевым, и там Масхадов задал вопрос Бабичеву, что делать с теми, которые окружены, то есть окружены нашими воинами. В эти дни наши воины, муджахиды, окружили спецназовцев российских. И там обсуждался момент, что делать с ними. И вот такой вопрос Масхадов задает Бабичеву, что с ними делать. Бабичев тогда махнул рукой и ушел. То есть никакой реакции не было. Ему было безразлично, убьют их, не убьют, попадут в плен или не попадут. Потом этот спецназ сдался нашему командиру, Иса Аюбов его звали. Он погиб в январе, Аллах был, да, мужественный человек был, помощник моего отца. Вот. И этот спецназ перешел, сдался в плен. Потом этих спецназовцев выдали своим родителям, передали. И да, вот как я говорил, наше командование всегда вот через радиостанции призывало российских генералов, чтобы они остановили войну на день, на два, чтобы они смогли собрать трупы своих солдат. Но российская сторона отказывалась это делать, думая, что якобы чеченской стороне нужна какая-то передышка. Она нам не нужна была особо так, потому что у нас сил было очень много, январь 95-го года. Вот. То есть там наоборот наши отряды успешно отражали эти штурмы, давали такого жару такой большой армии. Вот. У меня вот тоже вопрос насчет количества сегодняшних критиков власти, кремлевской власти на Кавказе, в частности в Чечне. Мы знаем, что немного, да, там по пальцам можно посчитать, кого есть. Как ты думаешь, должно быть больше или должны все-таки как бы то количество, которое есть, оно должно остаться? Есть ли польза в том, если, допустим, начнет, если 20 человек начнут говорить? Я понимаю, да, с одной стороны,
было бы очень хорошо, если бы было не 3-4 человека, которые говорили бы правду, если бы было 10, 20, а может еще больше, то это было бы очень хорошо. Очень хорошо. Но для тех людей, которые сегодня говорят, вот активно работают в этом направлении, выявляют эту ложь, российскую ложь, путинскую ложь, их марионеток. Я считаю, что люди сами должны быть заинтересованы в этом еще больше и проявлять активность со своей стороны. Кто должен быть заинтересован? Люди, которые тебя сейчас смотрят. Нам бывает нужна помощь в определенных вопросах, вот, даже, скажем, в информации то же самое. Контакт с народом очень важен, потому что я, когда делаю какую-то передачу, я сначала думаю об этих людях, как бы им донести вот эту правду, нести правильно, вот эту форму выбрать. То есть нужны сторонники. И, конечно же, люди, которые будут активно работать. Сложно призывать к чему-то, к такой опасной деятельности сегодня. Потому что, да, это действительно опасно. Они забирают наших родственников, они давят на наших родственников. На больше у них мужества не хватает. И никогда не хватало. Вот призывать к чему-то сложно. Да. Вопрос был. Тут Егор Викторович писал мне: зачем до войны грабили поезд Москва-Баку? Я в курсе, о чем ты спрашиваешь. Я скажу, было бы лучше, если бы ты это успел бы задать этот вопрос и Мадаевым. Их нет сегодня в живых. А также, может, сегодня у тебя есть такая возможность, есть шанс услышать ответ на свой вопрос. Ты пойди и задай этот вопрос Аллу Алханову. Он тебе расскажет, кто грабил и почему грабили вот эти поезда. Кто такой Аллу Алханов? Бывший марионетка вместо Кадырова. Там поставили его на какой-то период. То есть они в курсе, да, непосредственно? Непосредственно принимали участие в этом. Ага. То есть принимали участие те, кто сегодня служит России. Вот именно. Я всегда это говорю. Я где-то интервью давал, где-то в 2004 году. Именно про этот случай, вопрос, который ты задаешь, да, Егор Викторович. Я про это писал еще в 2004 году. А также те похищения, громкие похищения совершались именно теми людьми, которые работали на Кремль. И сегодня они работают на Кремль. Я про те похищения, в которых нас упрекают. Dünya var, imaday var. Аз Юшиду. О, мысли армяна в эфире, Алязина. Мысли армяна, Хозау, здесь мысли армяна. Хавет Танем. Ржавый мага пришел. Мага без шпаги пришел. Почему-то кадыровцы, националисты почему-то считают, что если они скажут, что я армянин, что мне это как-то будет обидно.
Среди армян полно достойных людей, среди чеченцев полно достойных людей, среди ингушей. Но вот среди кадыровцев нет достойных людей. Вот проблема. Да. Кстати, хотелось бы, чтобы Кадыров также прокомментировал не только похищение, да, вот этих женщин и так далее, а убийство женщин. Я не устану повторять имя Беназира Хамидовой. Я тебе сегодня, да, подробно рассказывал тогда. Это, извиняюсь за выражение, женщина в положении была, ей около 30-33 лет была, можно сказать, молодая женщина, хрупкая, небольшого роста. Кадыровцы ее захватили, ее и еще нескольких человек по одной из версий. Я вроде никогда об этом не говорил. В эти дни кадыровцы казнили 17 человек, по другой версии казнили около 14 человек, включая Беназиру Хамидову, ее мужа Ислама Исаханова, которого также называли Мухаммад Исаханов, ее брата ее мужа Ибрагима Исаханова и нескольких других людей. В совокупности, по одной версии 17 человек, по другой версии 14 человек. Лично Беназиру Хамидову пытал Идрис Черхигов. Лично он ее пытал. И она была в положении. У нее произошел, извиняюсь опять-таки за выражение, выкидыш произошел. Гангрена руки у нее произошла. В итоге они вспороли живот и убили. И хотелось бы, чтобы Кадыров это прокомментировал. Где это видно, чтобы у нас воевали с женщинами? Что она такого сделала? Она не воевала против кадыровцев, чтобы ее убили таким мерзким, бесчеловечным, гнусным, животным образом. Где это видно? Сегодня они держат вот этих девушек, женщин держат, они держат двоюродную сестру Тумсу Абдурахманова, сестру его жены, мать его жены. Зачем они? Они держат женщин этого Абу-Бакара Янгулбаева. Зачем они им? Вы воюете с женщинами, и после этого вы, кадыровцы, говорите нам о чести, о достоинстве, о мужестве, о каких-то адатах, о исламских ценностях. Нет у вас ничего. Валлахи, нет у вас ничего такого. Вы преступники. Вы мерзкие преступники. Вы предатели. Другого имени вам нельзя как-то дать. Нельзя вас иначе охарактеризовать. Но сами задумайтесь, рядовые кадыровцы, либо сторонники Кадырова, которые там не служат. Сами задумайтесь. Ваш кумир похищает людей. Рамзан Кадыров лично пытал Ислама Исаханова, мужа Беназиры Хамидовой, у себя в резиденции. Лично током он его пытал. После этого, опять-таки, извиняюсь за выражение, он обмочился, Ислам Исаханов. И когда его сажали в автомобиль, они подложили полотенце, чтобы он не запачкал этот автомобиль. Лично Кадыров его пытал. Этот человек, который сидит сегодня на конференции и говорит: я, мол, не знаю, кто их похитил, я вообще не знаю, возможно, их похитили родственники тех, там, такие-то, такие-то. Но это ложь, это откровенная, мерзкая ложь. И есть такие-то вот эти так называемые муллы, которые сидят и все это оправдывают, как это делал Салах Межиев, который оправдывал эту мерзость с Тепсуркаевым Салманом. Помнишь, когда он это говорил? Где это? По чеченским адатам это было? Как ты сказал недавно, очень такая крылатая фраза, она уже. Меня, говорит, воспитал вот Азар Масхадов. Меня воспитал Масхадов, а не Кадыров. И я поддерживаю это, я стою на этом. Потому что наши предки не давали нам такого воспитания. Да, они не были не без изъянов, какие-то ошибки совершали.
Но чтобы такие откровенные мерзости передавать нам на генетическом, на каком-то культурном уровне, не было такого. Не было. Так откуда ты, Кадыров, это взял? Откуда ты это взял? Ответь на этот второй неудобный вопрос за сегодняшний вечер от нашего, так сказать, дуэта. Праздничного дуэта, праздничного, до вас праздничного опять-таки. Да. Для нас. Не для нас. Я назвал это видео, как я его назвал, новогодний подарок Рамзану Кадырову, потому что Рамзан Кадыров празднует Новый год. Это для меня обычный день, я его не праздную. Ну, пусть для него это будет подарок. Да, вот отправим тебе цветочки. Подарочек. Да, Чингизу Ахмадову нужно отдать. Любому. Да. Тут меня пишут, я все даже зачитывать не буду. Где? Я глубоко убежден, если мы, когда победим, не будем делать то, что они сделают с нами, тут все это могут прочитать, что якобы призывает воевать с их семьями. Ладно, зачитаю я. Зачитаю? Да, Я глубоко убежден, если мы, когда победим, не истребим всех семьями и со всей родней каждого хоть чуть который симпатизировал кадыровцам, не очистить нашу землю от этой болезни. Дело в том, что мы не такого мнения. Ислам и наши законы, войнавские законы, не позволяют нам делать то, что делают они. Мы не имеем права переходить эти границы. Мы не такие варвары, мы не такие мерзавцы. Мы люди, которые уважаем других людей, призываем к этому уважению, призываем к миру, а не к войне, не к каким-то преступлениям на нашей земле или находясь здесь, в Европе. Эти подонки могут совершать такие преступления. Или же могут там, они любят это говорить, а почему вы там в Европе не сделаете это, не сделаете другое? Почему они даже открыто говорят, почему вы не совершите террористический акт, не подорвете российское посольство? Потому что мы это мы, а они это они. Мы обычные люди, хотим мира. Мы против всяких различного рода терактов, преступлений, и мы призываем, чтобы люди не совершали эти преступления. Это они могут делать такие провокации, совершать эти преступления. Люди Путина. Ичкерия. А вот, кстати, тоже вопрос. В будущем, если, иншаллах, теоретически у нас получится освободить, деоккупировать, что делать с рядовыми кадыровцами? За массовую амнистию рядовые кадыровцы? Я за то, что говорили наши лидеры. Что они говорили? Никаких амнистий не будет предателям. Те, которые совершали преступления, те, которые издевались над простым народом, которые убивали этих случаев тысячи. По их вине мы не можем найти многих наших братьев, сестер, мы не знаем, живы они или не живы, без вести пропали. Вот. Не должно такое произойти. Преступника нужно судить по закону. А вот, допустим, есть а-ля какой-то кадыровец,
который там пошел работать, но он непосредственно не участвовал в конкретных пытках и убийствах. Что с ним делать? Ну, Если он, допустим, теоретически, если у него шанс как бы избежать возмездия, там, убийства и так далее, если он одумается, подчеркиваю. если человек одумается, попросит прощения у Аллаха, то есть шанс, что Аллах тебе простит какой-то грех. А кто мы? Мы люди. Мы должны рассмотреть его случай. Индивидуально. Да. Что он сделал, зачем он стоял, какие преступления совершил или не успел совершить, например. Да, мы знаем, что там очень много людей, которые пошли ради денег. Да. И есть люди, которые не совершили преступления такого, что не истязали кого-то, не пытали, кого-то не убили. Да. Есть такие там люди ради своих семей и так далее. А вот их карательные отряды, там уже все они помазаны кровью. Вот. Все из них что-то делали такое, я имею в виду, убивали. Стали варварами. Здесь очень много. Так. Алейкум ассалам. Те, которые сейчас зашли, здороваются. Да, алейкум ассалам, рахматуллах. Нильсон Мария. Алейкум ассалам. Хош Хузаук. Салам алейкум. Я очень часто этот вопрос слышал. В принципе, мне абсолютно это без разницы, вообще без разницы. Но вот постоянно всплывает. Дудаев по национальности был евреем горским или нет? Его сын, которого я очень уважаю и буквально недавно видел его, Леги Дудаев, дал ответ на этот вопрос. Они чеченцы. И все, вопрос закрыт. Они наши. Да. Вот. Если бы даже он был евреем горским, это является каким-то стыдным, если он Мусабхович? Ну, вот как у нас по нашей религии, да, если он, кем бы он ни был, будь он француз или там норвежец, взял мусульманскую религию, ислам, то мы его считаем мусульманином, нашим братом. Я думаю, вопрос исчерпан. А тут даже обсуждать это не надо, отвечать тоже не надо. Что касается даже евреев, по сути дела, сколько пророков Всевышнего было евреями, да, по национальности. У пророка Мухаммада была жена еврейка, София. Сколько сахабов, то есть подвижников пророков были евреями. Так что это национализм не к нам. Но вопрос, я думаю, закрыт. Да, тут еще что-то было. СМИ, мов. Почему вы говорите русские солдаты? В России более 200 народов и российская армия разной национальности. Да, мы в курсе. Мы знаем географию России, мы знаем, сколько народов живут в России. Но эта армия пришла к нам навести русский порядок, то есть свой порядок. Вот почему. А вообще слово «русский» многие не понимают. Да. На Кавказе слово «русский» оно имеет носит такой характер синонима. На Кавказе, в особенности у чеченцев и ингушей, слово «русский» обозначает часто Россия,
российская власть в первую очередь, когда мы говорим, к нам пришли русские, мы имеем в виду российских солдат. Когда мы говорим, вот русские сделали то, все там на политическом уровне, мы имеем в виду именно кремлевскую власть. И не только мы. Ведь говорят, допустим, там, американцы, французы, они говорят в своих политических речах, вот с русскими мы не можем договориться, или мы договорились с русскими. То есть имеется в виду именно российская власть. Они ведь тоже в курсе, что много национальностей на территории России. Поэтому именно в таком контексте у нас очень часто употребляется слово «русский». Есть еще один контекст, а именно религиозный. Мы, когда говорим «русский», очень часто у ингушей, у чеченцев означает «не мусульмане». Часто бывает, да? Вот, бывает, да. Да. Либо мы говорим «кереснах», либо мы говорим «лаской» там, и так далее. То есть автоматически как бы ассоциируем с немусульманами. Почему? Потому что большинство русских, они не мусульмане. Поэтому не стоит это воспринимать именно таким образом, как будто мы считаем, что каждый солдат, который пришел, он был славянской, русской национальности, в валенках, не знаю, с балалайкой в руке, в ушанке и так далее. Нет. Мы прекрасно понимаем, что там были хотя бы чеченцы там были. Там же были чеченцы, и мы считаем их тоже частью российской армии. Мы же не делаем между ними разницы. Есть разница между кадыровцами и рядовыми, допустим. Я не считаю их чеченцами. Ну, это часть российской армии. Да, это часть российской армии. И кто-то у меня там бывает спрашивает, вот осетины там воевали, ингуши, например, воевали. Ну и что? Я в курсе, но и чеченцы нас убивали. Были в этой российской армии и работали на эти службы российские. И по сей день у нас своего чудика тут хватает. Чем идти куда-то далеко и кого-то другого обвинять. Этот вопрос, он постоянно всплывает. Ты его, в принципе, уже обсуждал. Который? Реально. Да, как будем решать территориальные вопросы? Я, да, на начале даже об этом говорил. Вообще не обсуждать сейчас. Он уже когда-то обсужден нашими предками, своим отношением братским друг к другу. Тем более с лучшими сыновьями наших народов. Как тебе такое утверждение? Это наши общие земли мусульман, и мы не должны как бы за них спорить друг с другом. Мы сотворены таким образом, что мы являемся частью какого-то народа. Национальности. Аллаха, да, национальности, народа. Где-то мы живем, мы называем себя чеченцем, там, ингуш, азербайджанец, дагестанец. И у нас есть свои обычаи, там, язык свой есть. Но мы мусульмане в первую очередь. Это наши общие земли мусульман. Да, это общие наши. Но, да. Вот человек, это уже мне вопрос. Ислам, ты же вроде, говорит, всегда был против нашего государства Ичкерии. Что случилось? Я никогда не говорил, что я был против Ичкерии. Мы сегодня с Анзором эту тему тоже обсуждали. Я говорю, что Ичкерия для меня это не конечный результат, потому что нам нужно стремиться к большему. Анзор считает, что Ичкерия является... Сейчас на момент меня поправит. Если что, поправит. Да, Анзор считает, как я понял, Анзор считает, что Ичкерия является конечным результатом, который может... Но если есть возможность в будущем, как он говорит, если теоретически получится такое, Анзор говорит за союз. За союз там, да, допустим. Да, я говорю, что унитарное государство должно быть. Анзор говорит союз.
И это то маленькое разногласие, которое между нами. Но это не мешает нам быть вместе и так далее. Я не против Ичкерии. Если сегодня нет возможности отсоединить, освободить Дагестан, Ингушетию там, и так далее, я говорю хотя бы Ичкерию, я говорю. Я не против Ичкерии, я наоборот говорю, что все ингуши, дагестанцы, все мусульмане Кавказа, также все те, кто хотел бы быть независимым от России, они обязаны прийти, говорю, в Ичкерию и вести борьбу. Как ту борьбу, которая там ведется на данный момент. И сегодня это информационная борьба. Вместе приходить, вместе стоять на пикетах ичкерийцев, возле них стоять и говорить, что мы за независимость. Я такого мнения. Ну, как я тебе говорил, мое мнение, я за союз, чтобы в каждом государстве, стране наших был свой лидер, свой закон. Но мы так составляем часть вот всего этого союза, вот, Кавказа, к примеру, да? Но быть хозяевами своих земель. Но мешает ли нам наше вот такое маленькое разногласие в том, чтобы быть на одном пути? Мешает ли это? Ну, разногласия будут всегда. Они были всегда и будут. Вот где есть разногласия, это можно обсуждать. Нормальные, адекватные люди умеют это делать. Ну и я сторонник того, чтобы в один прекрасный день вернуться на территорию Чеченской Республики Ичкерия. Не так, как я вот один, всем народом вернуться туда. Иншаллах. И чтобы разговаривать с Кремлем уже на таком языке, который они заслужили. После всего того, что они сделали с нашим народом. И мы будем делать все, чтобы мир не забыл эти преступления, которые совершал Кремль на этой земле. И я хочу, чтобы в первую очередь узнать мнение людей, мнение народа и сделать то, что хочет сделать народ, к примеру. Ну, я хотел бы вот так, чтобы это все происходило. И, конечно же, что хотел бы добавить, чтобы мы вернулись к тем договорам, которые были подписаны между Россией и Чеченской Республикой Ичкерия. Это договор о мире, эти соглашения Хасавюртовки и другие документы, важные документы, которые были подписаны нашими президентами. Но тут пишут, не может быть два, как это сейчас, не может быть один правитель у двух государств, возможен только союз. Ладно, так, но я и говорю, что лидер чеченского государства, лидер в Дагестане, уже свой лидер будет, но и в других там республиках Кавказа, чтобы был союз, будет у нас этот союз, мне кажется, что у нас будет и сила, мощная сила. Имея эту силу, я уверен, никто не посмеет заигрывать с нами, провоцировать нас между собой или даже совершать какие-либо агрессии на наши земли, то есть на Кавказ. Это вот такое мнение. Да, бакуту. Великая душа, все в руках Аллаха. Так. Сколько мы уже здесь сидим? Мы уже сидим. Недолго, почти 2 часа. Почти 2 часа. Ну что, еще посидим или завершим? Можем на паузу поставить, кофе попить. Я думаю, может, давай... Все-таки праздник, ну, сюрприз, там, подарок.
который, наверное, 2 часа лежит. Ну, я и к тому говорю, для них праздник. Для меня праздник сегодняшний день. Этот день, да, не праздную. Но и в первую очередь я вспоминаю вот те штурмы 31 декабря, когда народом было показано вот это отвага, мужество, и показало всем мировому сообществу, что российскую армию можно поставить на колени, куда угодно. Не такая она уже мощная, если у тебя есть дух, вот, то можно сопротивляться. Андрей, если есть что сказать. Оператор халуирует. Иса Мусаев, Анзор, скажи из-за Магаса, если есть что сказать, был ли у него бэкграунд ичкерийский? Ну, Иса Мусаев, насчет Магаса, что я могу сказать? Я узнал о нем лишь во время Второй российско-чеченской войны. И, ну, то есть я его лично не знал, поэтому я не могу сказать про его бэкграунд. Ты был с ним знаком? Как-нибудь? Ему приписывали, имеется ингуш, да, вот этот Магас. Да. Ему приписывали нападение на ингушских полицейских. Очень много. Когда? Вообще, да. Там Евкуров с ним разговаривал и так далее. Он много не брал на себя. И дело не в том, что он говорил, что он вообще не виноват и так далее. Дело в том, что власти сами организовывали убийство ингушских ментов, имеется в виду российская власть, да, в лице ингушских, да, чтобы потом как-то вот эту всю кашу заварить, чтобы настроить одних против других и так далее. Вот 90-е годы, если вспомнить, у меня мать ингушка, и мой дядя, он был ингушом по материнской линии, он был милиционером, тогда была милиция. Милиция была, и я помню, как постоянно к нему в Ингушетию в 90-х годах приезжали чеченцы, которые воевали. Приезжали, я летом ездил в Ингушетию на каникулы, так я в Ичкерии учился в школе. И приезжали к нему те чеченцы, которые воевали против России, и он делал им различные документы, я помню, на различные другие имена, чтобы они могли ездить. Там, допустим, на другие национальности он делал документ, чтобы они могли ездить по России, ну, какие-то дела свои решать. И потом они возвращались обратно в Чечню, они туда оружие водили, там, то, все, 3-10. И тогда очень много ментов, вот на своей памяти, может я ошибаюсь, это было во время Аушев. Многие менты, ингушские менты, они, в принципе, не были против этого. Они помогали, то есть они видели в этом как-то, как бы своих они видели. Потом уже в начале 2000-х это начало меняться, и российская власть приложила к этому руку. Это мое мнение, опять-таки, начали повсеместно убивать ингушских ментов, даже рядовых, и говорить, что вот это лесные делали. Также лесные, потом убивали лесных, врывались к ним в дома, расстреливали там, допустим, их родных, близких, те начали в свою очередь тоже мстить и так далее. То есть настроили эти два лагеря между собой,
чтобы у ингушских милиционеров вообще не было никакого желания помогать тем, кто там воевал. Я это таким образом видел. И поэтому, когда приписывают Магасу все вот эти вот нападения, я с этим не согласен. Я с этим не согласен, потому что непосредственно российская власть в Ингушетии принимала участие в убийстве. Именно ФСБ принимала участие в убийстве рядовых полицейских или милиционеров, как их там тогда звали. Как-то так. А что ты вообще? Есть ли такая вероятность, или что вот российская власть убивала ментов своих? Да, были такие случаи. Во время этих двух войн я даже, если кто может, просто поправьте меня, это было в Алханюрте. Как-то они подорвали своих. Сам случай особо не помню, так знаю по рассказам. Потом приписывали это на других. Вот, было такое у них. Они умеют это делать. Опыт хороший. Я слышал, что в Чечне это началось с убийством каких-то двух ОМОНовцев на базаре. Что такое говорили. Не знаю, какие детали. Иса Мусаев задает вопрос. Иса, я бы с тобой поговорил бы о других вопросах. Короче, такой вопрос. Анзор, вопрос обоим. Аушев Руслан, кто он? Он больше русский государственник или он ближе к нам? Мы сегодня об этом говорили как-то. Аушев Руслан – это человек, которого я уважаю. Этого человека, Руслана Аушева, уважали наши лидеры, и у нас всегда были хорошие отношения с Русланом Аушевым. Даже во многом мы даже благодарны Руслану Аушеву, мы уважали и будем его уважать. Иншаллах. Да, это вот этот. Да. У Анзора Масхадова сейчас видите на экране мой телефон, с которого я веду у себя эфир. Да. Abu Saad, Allah rescue, Allah razut pobal dulce masera. Грозный Бартолевский. Джахар Дулева, алхамдулилlah, все хорошо. Ичкерия, ты пишешь, Анзор, как ты считаешь, можно считать героем человека, который там и так далее, и тому подобное. Я все зачитывать не буду. Ты спрашиваешь вопрос про имама Шамиля. Я сказал и ранее говорил много раз, что я не обсуждаю такие темы. И я прекрасно знаю, почему ты мне это задаешь. Ты хочешь, наверное, что-то услышать. Вот. Так что не получится. Я считаю имама Шамиля героем. Да, мы праздновали
200-летия Шамиля введено. Зачем все это провоцировать? А кстати, вот насчет чтирийских, как они назывались? Нахадж. А правда, что на одном из них был имам Шамиль? На десятке, кажется. Я сейчас не помню, не Мансур ли? Вот я не знаю. Мансур. Анзор, сколько человек вышли на митинг вчера, задает вопрос Ичкерия Силы. Около 50. Анзора там не было, Да. Анзор не успел приехать. Вообще этот митинг, пикет, он был запланирован, точнее организован очень спонтанно. За день до этого просто была подана заявка. Вечером до пикета, за день до этого, вечером были разосланы просто частным порядком сообщения о том, что будет пикет. И, по сути дела, многие были на работе. Но так или иначе, дело не в том, что там кто пришел, не пришел, мало, не мало. На своем YouTube-канале «Мысли Ислама» я опубликовал этот пикет. Там посмотрело порядка 60 тысяч человек уже. Можно сказать, что 60 тысяч человек пришло на митинг и участвовал в этом. Так что был огромный резонанс, есть огромная польза в этом. Также норвежские СМИ, тоже, если не ошибаюсь, до них тоже было донесено до норвежских СМИ. Вон сидят наши доносители, братья-доносители до норвежских СМИ. Да, было донесено. Так что есть польза. Наша задача заключается в том, чтобы все люди этого мира, по возможности, естественно, знали, что происходит в Чечне, что происходит в кадыровских тюрьмах. Когда мы говорим кадыровские тюрьмы, мы ведь не имеем в виду именно какие-то стандартные классические тюрьмы с решетками. Нет. Тюрьма кадыровская, это может быть любой подвал, это может быть городская мэрия, где людей пытают. Прямо в кабинете Кадырова пытали этого Ислама Исаханова, о котором я говорил. Прямо в одном из его кабинетов в резиденции Кадырова. Вот на вот этих мраморных, не знаю, из красного дерева, все это обустроено с мягкими креслами, золотистыми креслами и так далее. Вот в таких кабинетах пытают. Когда тебя пытают, то тебе без разницы, где ты сидишь, в холодном подвале или в теплом помещении. Я в этом уверен, хотя меня никогда не пытали. Это тюрьма. И в этом заключается задача, чтобы донести до людей. Я думаю, этот пикет был один из самых плодотворных за счет того, что десятки тысяч людей посмотрели его. Это один из самых плодотворных, самых удачных пикетов. Я думаю. Алхамдулилlah. А я, насколько знаю, что будет еще, да? Да, я слышал. Постараюсь быть. Ну, посмотрим. Я тут думал и хотел, я у тебя так коротко спрашивал, мне просто все-таки вот интересно, было такое мнение, смотри, мы же не были знакомы, Да. Первый раз сегодня встретились, даже других людей, которые активно работают, выходят в эфиры, рассказывают, ну, в общем, рассказывают правду. Вот. Мне было интересно встретиться с этими людьми, лично поговорить, задать вопросы. Вот что я хотел бы еще раз спросить. Вот, что тебя побудило встать на этот путь,
скажем, открыть свой канал, там, проводить эфиры, рассказывать про вот эти преступления? Вот что тебя побудило? Чисто случайно было, как я говорил. У меня было изначально желание открыть свой канал, но говорить абсолютно на другие темы, потому что меня вообще политика как таковая не интересует. Вообще. Я люблю книги читать там, по философии книги там, почитать, по психологии читать, какие-то межличностные отношения. Это то, что меня интересует. Но в один прекрасный день я услышал аудиосообщение Мадины Умаевой, той самой 23-летней девушки, которая умерла в 2020 году. И мать этой девушки, плача на этом аудио, просила всех помочь ради Всевышнего. Она очень рыдала в том, чтобы расследовать смерть ее дочери, так как, по ее мнению, она была убита ее мужем. Я не говорю, что ее муж ее убивал. Я не стою на этом. Но после того, как люди начали анализировать эту ситуацию, у многих возникли вопросы, очень серьезные вопросы, потому что ее похоронили, она умерла ночью, ее похоронили ночью, кадыровцы приехали и сказали, похороните ее быстро. И те ее похоронили, просто взяли и закопали. И из-за этого я начал, первый ролик я записал, потом произошел, они сделали репортаж, кадыровцы, на эту тему, пытаясь оправдать себя. Я увидел в этом тоже противоречие, начал записывать, и как-то это пошло. То есть никакого личного преследования со стороны кадыровцев никогда у меня не было. Даже когда мы сюда приехали в Европу, у нас была ингушская прописка. Моя мать ингушская, отец чеченец. Мы сюда приехали не потому, что как-то российские власти нас преследовали. Мать сказала, и до сих пор у меня есть ее интервью, она говорит, я боюсь, что мой сын, мне было тогда лет 14, когда вырастет, либо примкнет к боевикам, да, либо примкнет к ментам. И так бы это и было. Либо я был бы ментом, либо был бы боевиком. Я так думаю. И как-то так вот мы приехали, после этого нам дали документы. Это была причина моей деятельности. То есть до этого я никогда политической деятельностью не занимался. В 2004 да, ты приехала, когда ты именно начал 2020 летом. Недавно, да. Полтора года назад. Да, полтора года. Вот когда эта история с Мадиной Умаевой случилась. Да, ты мне рассказывал. До этого я смотрел там Тупсо Абдурахманова, я смотрел, Тупсо Абдурахманов был первопроходцем, так сказать, блогером таким. Да, он был самым таким популярным, и он до сих пор остается. Его я смотрел, как все там лайки ставят там, и так далее, очень интересно было, несомненно. И я никогда не думал, что я такой деятельностью буду заниматься. Вообще, это был гром с ясного неба. Как-то так. Я сегодня то же самое спрашивал, и просто, да, я хотел в эфире это спросить. Вот, твоя цель. Да, у каждого активиста, да, есть своя цель. Вот у тебя какая? Как я тебе изначально ответил, да. Хочу стать президентом Ичкерии. Как я тебе потом сказал, да, мы проголосуем, поддержим, все как надо. Если серьезно, то да. Цель это, чтобы прекратился вот этот беспредел. Первое, беспредел, чтобы прекратился. Второе, точнее, это второе. Первое, без которого этот беспредел, это деоккупация. Как я уже сказал, всего Северного Кавказа. Не только Чечни, но всего Северного Кавказа. Без этого, это мое мнение, согласен, не согласен. Его право. Это моя цель. И что я могу на этой цели делать сегодня? Это не выйти там с автоматом, пулеметом, там, с рогаткой. Нет. Я могу это делать информационно. Это та самая борьба, которая на сегодняшний день наиболее продуктивна, наиболее необходима. Опять-таки, мое мнение.
если в будущем надо будет уже как-то по-другому действовать в рамках правового поля, естественно, тогда будем думать вот тогда. А сейчас как-то так. Куда? Я считаю, это хорошо, что есть люди, которые занимаются такой деятельностью. Я благодарен им всем. Люди, которые действительно болит сердце за свой народ, за то, что сегодня происходит, а не каким-то там провокаторам или засланцам, которые провоцируют нас здесь внутри нашего общества. И считаю, что нам нужно быть в нашем этом пространстве, в информационном даже, быть очень аккуратными, учитывая то, что наша земля оккупирована, против нас идет война, всеми способами нас провоцируют здесь, нас провоцируют там, чтобы мы совершали какие-то действия, чтобы мы шли друг против друга. Считаю, что нужно призывать к этому, к единству. И многие вопросы вообще избегать. Как я сейчас сказал, я не хочу обсуждать то, что происходило 200 лет тому назад. Это промежуток истории. Но у нас тут еще хуже вещи происходят сегодня. Давайте о сегодняшних действиях говорить, смело говорить, выступать, говорить правду, показывать эту правду, призывать людей к миру, к единству, готовиться к нашему будущему, на завтра, строить этот фундамент, чтобы потом, когда мы вернемся, иншаллах, мы вернемся, чтобы мы туда вернулись без проблем, чтобы наш народ мог вернуться туда, чтобы мы избежали бы вот тех ошибок, которые мы совершали раньше. То есть мы должны анализировать прошлое, учитывать наши ошибки, но при этом не жить этими ошибками. Потому что общество меняется. Если, допустим, происходили какие-то разногласия между другими народами, да, в прошлом, и мы говорим, вот тогда, 30 лет назад, 50 лет назад, у нас были разногласия с теми и с теми, они нам не помогли, допустим, или они были против нас, все, они, значит, по сей день такие, полностью ставить крест и так далее. Это та ошибка, которую мы опять совершаем. Потому что люди меняются со временем. Поколение другое. Допустим, возьмем, к примеру, ингушей, я скажу. Моя мать ингушка, я буду за ингушей скажу. Когда, я помню 90-е годы, какие были тогда ингуши, имеются взгляды, и какие сегодня. Я думаю, сегодня среди ингушей в процентном соотношении намного больше людей, которые желают независимости от России, чем тогда. Вот это мое мнение, может кто-то согласен, не согласен. Но, то есть это мнение уже мне не позволяет мыслить в тех самых категориях, говорить, вот тогда добровольно присоединились, вот, то, все, третье, десятое. Нет. Сегодня другие люди, совершенно другие люди. Поэтому нельзя совершать ошибку, которая называется ошибкой презентизма. То есть оценивать какие-то, давать оценку историческим событиям через призму современных реалий и переносить эти исторические события на современные реалии и говорить, что мол, тогда было так и сегодня так. То есть обобщать нельзя, нужно понимать, что люди меняются со временем. Я как-то так это вижу. Надеюсь, доходчиво это. Товарищ Иса Мусаев, Анзор, вопрос обоим. Свобода первична, шариат вторичен. Шамиль Басаев. Согласны ли вы с Шамилем? Давай я свое мнение скажу. Насчет свобода первична,
шариат вторичен. Мы должны быть в первую очередь свободными, я считаю. А если мы будем сейчас вот про второе говорить и второе строить, у нас ничего не получится, потому что мы не свободны. Нужна свобода для каких-то других действий. Я частично с этим согласен. Действительно, без свободы невозможно, абсолютно нет. Но многие, к сожалению, это понимают таким образом, что сперва свободу, то есть цели, как шариата, вообще не должно быть сейчас, они так это воспринимают. Просто сперва свобода, а потом будем там годами устанавливать как бы шариат и так далее. Я считаю, что без свободы не будет этого, шариата не будет, но цель установить шариат, она должна присутствовать у нас всегда, как она была у того же Джохара Дудаева. Джохар Дудаев был светским человеком, из того, что я вот вижу, анализирую. Ну, в моем понимании, в современном понимании, вот там Ахли Сунна там и так далее, он был светским человеком. Многие все были, можно сказать. Да, все были светскими. Но понимание-то у него было. У него-то было понимание, к чему нужно стремиться. И он не говорил, свобода первична, шариат вторичен. Он говорил изначально, мы должны к этому стремиться. Поэтому я частично с этим согласен, частично не согласен. Но говорить о том, что без свободы возможен шариат, ну это наивно, это невозможно таким образом. Да. Салам алейкум, братья, вопрос пишут. Как-то так. Как вы думаете, если Путин уйдет, что может произойти в Чечне? Если он уйдет, то не будет нашего этого Кадырова. Этого лопуха. Анзор принципиально не хочет называть его Кадыровым. Не хочу. Я честно скажу, отвечу. Вот. Его не будет, его режима этого, созданного руками этого Путина, не будет. Вместо него не будет другой. Вместо него будет другой. Они его поставят. Есть ли для нас разница, кто будет править Кремлем? Для нас, для чеченцев в частности. Да, есть разница, потому что все наши беды в последнее время, войны, депортации насильственные, это из-за того, что в Кремле не было нормальных правителей. Вот они нас выселяли, они нам навязывали войны. И если там появится хоть один нормальный руководитель, что такое нормальный руководитель? Который будет думать о своем народе в первую очередь, да, пускай о своем народе думает в первую очередь. А кто такой его народ в плане России? Многонациональности. Многие нации, да, многие народы в России. Скажут, что и чеченцы его народ. Мы будем это отрицать до конца, стоять на своем. Вот. То есть, какой бы хороший там ни был, мы все равно должны быть независимыми. Мы готовы договориться, иметь какие-то договора, но независимость должна быть. Но дороже. После того, что они натворили с нашим народом, это никогда не забудется. Это не призыв к чему-то, каким-либо действиям, но наш народ это не забудет и не простит. Дмитрий Батырев. Здравствуйте. Что ты думаешь про Евкурова, про Аушева? Ты хорошего мнения, а про Евкурова? Я тебе сегодня говорил. Зязиков, Евкуров. Для меня это одно и то же. Я Аушева уважал и по сегодняшний день уважаю.
То есть Евкуров и Зязиков не вписываются. Да, в это не вписываются. Так вот, мы, продолжая эту тему, мы за то, чтобы туда пришли эти люди, которые будут думать о своем народе и строить хорошие отношения со своими соседями, а не навязывать войны, не разжигать конфликты, скажем. Имеется в виду к власти в России. Да. Сегодня Украина, да, идет война. Кстати, что ты думаешь, будет война? Она вторгнется Россия? Она уже вторглась. Она уже там. Не надо врать уже, да, им самим. Не надо врать. Нужно признать, что идет война. То же самое у нас происходило. Но так, чтобы вторгнуться, я думаю, что не посмеет все-таки. Вот так. Открыто? Открыто, да. Крупномасштабным таким. Прошла какая-то информация. Прошла какая-то информация. У меня пауза. Пауза. Я думаю, если уже пауза не стоит, или завершать нужно, или это уже 3. Проголосуем, люди столько не будут нас смотреть по-любому. 24 часа. На одной стороне. Так, мы уже идем к завершению. Чуть-чуть подождем. Если у вас есть конкретные, правильно, хорошо сформулированные вопросы, то будем рады ответить. Мы уже скоро будем завершать. Да. Просматриваю. Я потом потихоньку постараюсь здесь эти тайм-коды сделать у себя. Тайм-коды. Мне многие пишут здесь в моем эфире, что меня плохо слышно. Наверное, из-за телефона плохо слышно. Потому что микрофон находится у тебя в камере, а мой тут здесь в компьютере. Ага, наверное, поэтому плохо слышно. Посмотрим как. Если вообще плохо слышно, я не знаю. Да, если вообще будет плохо слышно, тогда может я его удалю, твой скачаю себе, зайду. Конечно, это то же самое. Да. Исам Мусаев, Анзор, вопрос обоим. В чем причина, что нам всегда чуть-чуть не хватает для полной победы? Можете вы раскрыть это чуть-чуть? Это чуть-чуть заключается в том, что мы должны стоять рядом и работать вместе. Это единство. Это, знаете, я здесь не занимаюсь своими личными делами. И как я тебе задавал вопросы, да, насчет твоих целей, ты тоже говоришь так же, что ты не занимаешься своими личными делами, вопросами здесь в Ютубе, вообще в эфирах. Должны вместе стремиться к этой нашей цели. И стремиться таким образом
Каким путем, как нам уже сказано, всемогущим Аллахом, Берта, в единстве, как братья. Вот что нам не хватает. Так, сколько у нас? Не-не-не, я имею в виду, как что. У нас 2,5 часа мы здесь. Ладно, Бергман, я не хочу обсуждать этот вопрос, я даже не имею права говорить об этом человеке как-то. Я это уже давно говорил, и не надо мне задавать такие вопросы. Бергман был. Про Тимура Мусураева, ислам, обзор ислам, обоим вопрос. Отношение к Тимуру Мусураеву, его творчеству. Спасибо большое, да, Алла, что нас обысок торгует. Ну, что ты скажешь про Тимура Мусураева? Нейтрально. Ничего. Вообще То, ничего. что ты знаешь, я тоже знаю, и вопрос, который человек, который задает этот вопрос, да, я Тимура знал давно. Ты лично знал? С Гилаевым был, да. Ну так, мы не общались, так не знаю. Странник, чеченец, ну задавай вопрос, что там, какой. Алейкум салам. Да, тут еще пока ты пишешь, Абдулла Шишаня, алейкум салам, брат. Какое число населения умерло за две последние войны? Приблизительное число, известное число. Да, вот. Никто конкретно этого не знает, но мы говорим приблизительное число, около 300 тысяч, вот так говорим. 290, 280. У меня тогда вопрос, сколько сегодня чеченцев? Помнишь, перед войной, первой войной, Дадашева такой песни пела «Миллионы ночи». Да. Да, мы говорили. Если 300 умерло, осталось примерно 700 тысяч. Сегодня Кадыров заявляет, что 1,5 миллиона чеченцев. Правда, как ты думаешь? Или есть Полтора. То есть это означает, что 800 тысяч, более половины прибавилось. Он даже не знает, сколько человек выехало из республики из-за этих Кадыровых, из-за Путина, конечно же, из-за их действий. Вот. И они даже боятся это говорить, это называть цифру, если будут даже знать, если даже почитают, сколько чеченцев наших выехало. Почему боятся? Потому что почему люди уезжают? Во время Ичкерии люди не уезжали. Да, это да. Вот. Алекс Мор, привет с Украины. Здравствуйте, приветствуем вас. Желаю и верю, что Чечня будет свободной. Мы верили и верим. И дай Всевышний, чтобы у вас наступил мир, чтобы мир был во всем мире. И чтоб там не говорили, мы с вами, мы есть, мы должны быть, мы должны понимать, что враг у нас общий. Завершим. Да, сейчас уже. Анзор, как считаешь, без войны возможно восстановить наше государство? Потому что еще одна война катастрофична для нашего народа. Еще раз просто подчеркну, что мы не призываем к каким-либо действиям, к войне или к чему-то еще либо другому. Но все будет по воле Аллаха. Мы просто хотим, чтобы они оттуда ушли. Так,
минутку, и мы пойдем. Так, ну, завершая, просто еще раз скажу, ислам приехал в Норвегию, и так вот получилось, что мы смогли встретиться, и я уверен, что ему тоже хотелось бы встретиться со мной, вот так задрать вопросы напрямую мне, и также мне хотелось поговорить с исламом, узнать его мысли, узнать мысли ислама и познакомиться, обсудить еще некоторые вопросы. Мы сейчас на публику вот так в эфире об этом не говорили, но еще раз хочу сказать, что мы должны еще больше стремиться к нашей цели вместе. И завершая эфир, Аллах рискую, давай будем работать, сколько нас хватит, иншаллах, будем работать, продолжать работу. И наш эфир также был посвящен этой дате, 31 декабря, когда российские войска, оккупанты попытались штурмовать Грозный. И результат этого штурма, что случилось и что произошло. За счет единства. У нас было единство, мы друг друга не делили. Там были чеченцы, там были ингуши, там были другие национальности. Даже вот я всегда напоминаю, были даже русские жители республики, граждане республики, которые воевали против российских оккупантов. И завершая, скажу, да помилует Аллах всех тех наших братьев и сестер, которые стояли против этих оккупантов, боролись, которые погибли, отдали свои жизни. Аллах азут обалдался масера. Ona Allah da resmi onda ushqitunda ушинается ой бартхылар ой дагайт вариант ой ярна и думает там говорит и что это то, что мы сегодня должны показывать, что мы едины, даже если в каких-то вопросах, незначительных вопросах мы имеем различные мнения, наше мнение разнится. Да, это не значит, что мы должны отказываться от своего мнения. Мы будем стоять, возможно, до упертого, так сказать, на своем мнении. Но это не мешает нам идти к общей цели вместе, бок о бок, помогая друг другу, поддерживая. Это наша самая важная цель. То есть единство это уже сама в себе эта цель. И мы не должны этого никак поддавать сомнению, не должны допускать, чтобы нас как-то наш враг разобщил. Поэтому, что бы ни происходило, если это противоречит исламу, то мы, иншаллах, остаемся братьями в исламе, братьями мусульманами. И это такой, возможно, один из самых важных посылов данного эфира. Иншаллах. Аллах рисхуль масана. Мы прощаемся до новых встреч в прямых эфирах. Иншаллах, встретимся скоро. Аллах рисхуль масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Кадыров, ответь на эти два вопроса. Это важно. Просмотришь жаплула. Давай. Сохранить язык.